Танец юных сунженцев, джигита и горянки, а также стихи о любви к родине, красоте родного края, ярким праздником сопровождают одно из важнейших событий в стране – проведение выборов. Так совпало, что открытие детского сада ясли на 120 мест проходит именно в этот день и в год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Руководитель субъекта, поздравляя с этим ярким событием всех присутствующих, дал наставление детям расти и развиваться во благо своей родины. Я по счастливым лицам детей вижу, что надо больше еще строить. Не устаю. Вот знаете, у нас 38 детских садов построено с 19 вот по сегодняшний 38. И еще немаловажно, что 7 тысяч рабочих мест для наших сестренок, снох, мам. Это рабочие места. Это прийти, не куда-то ехать, в другие регионы или что-то. Это создание рабочих мест. Мало того, что это для детей очень важно, я пожелаю вам творчески тоже иметь успехи, и когда-то вы придете что-то. Но хотелось бы, чтобы у вас выросли хорошие инженеры, отличные врачи в будущем. Вот. Естественно, в жизни каждый выберете свой путь в будущем. После. Но сама основа закладывается здесь, в детском саду. Узнавать людей, друг друга узнавать, дружить. Вы научитесь, вас научат писать, читать. Мяш могу сделать, что хозы делаешь, чтобы вы жили, чтобы вы радовали своих родителей. Всегда довольны были ваши воспитатели, руководство. Поэтому в моем понимании настолько светло, и он не зря называется «Светлячок». Это хорошая постановка, но и другое, что он действительно такой, и едешь в городе, там, не ожидаешь, да, потом раз такое светлое место и двор хороший. Детский сад «Ясли Светлячок» построен в рамках федеральной государственной программы развития образования. Его возвели на месте старого здания, введенного в эксплуатацию в 1970 году. Учреждение с более полувековой историей не отвечало современным требованиям и было признано аварийным. Сейчас это простор, уют и комфорт со всеми игровыми и спальными помещениями, музыкальным залом, совмещенным с физкультурным, кабинетами психолога и логопеда, медицинским блоком и пищеблоком, в котором уже установлено оборудование из нержавеющей стали. В общем, здоровью и развитию ребенка здесь уделено максимум внимания. Найти пищеблок в детском саду будет несложно, потому как все стены, ведущие к нему, украшены изображениями маленьких поварят. Соседствует с пищеблоком прачечная. Здесь, кстати, очень тепло, установлено оборудование, стиральные машины, плюс сушильный аппарат. Что касается медицинского кабинета, то здесь также предусмотрены все условия. Мы начнем с того, что стоят маленькие весы для самых юных. В этом помещении установлены шкафчик для хранения медикаментов и холодильник. Новый детский сад – бесценный подарок для детей, их родителей и педагогов. Сегодня они от всего сердца благодарят всех причастных к строительству нового здания, а самое главное – к улыбкам этих детей. Педагогом работаю 56 лет, из них 40 лет в этом детском саду. За время работы мне очень повезло, что я встречала всегда добрых, хороших людей. У нас был замечательный коллектив. Наши дети всегда были востребованы в школах этого города. Лично от себя хочу выразить благодарность руководству республики за такую красоту, всем строителям. Нам очень приятно. Нам построили новый садик, мы очень довольны этим. Конечно, просторные группы, раздевалки нас очень устраивает. И нам нравится наш садик, тем более он новый. И теперь у нас есть такая возможность, чтобы воспитать новое поколение. Детский садик. Асхайт. А фото Бежишь, Санилос. Игрушки Санилос.
Открытие нового детского сада всегда, помимо дополнительных посадочных мест, это рабочие места для местных жителей, как отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Все вопросы дошкольного образования и семьи важны для руководства республики и страны, поэтому и глава региона очень трепетно относится ко всему, что связано с детьми. Невозможно переоценить значимость, важность этого учреждения, особенно для этого города, городского поселения. Да? Начали строить детский сад в начале 2023 года. Рабочим предстояло демонтировать старое здание в условиях плотной застройки и успеть к сроку сдачи объекта. Были задействованы десятки единиц спецтехники. Прилежно и аккуратно строители завершили все к концу прошлого года. Здание у нас кирпично-монолитное. То есть у нас колонны, перекрытие, это все монолитное. Далее идет облицовка фасадным кирпичом. Бетон, который использовался при строительстве данного детского сада, у нас марки 350. Также на объекте у нас присутствует 6 игровых площадок. Это для каждой группы. Они каждая по 100 квадратных метров. Новое дошкольное учреждение с благоустроенной территорией, освещением, парковочными местами и озеленениями вокруг, современными детскими площадками красуется на одной из центральной улиц Сунжи Комсомольская. Здесь своя дизельная, генераторная и трансформаторная подстанция вместе с автономной котельной и, что очень важно, очистными сооружениями. У нас производительность очистных сооружений 15 кубометров в сутки. Мощность у нас дизельного генератора составляет 200 киловатт. Это, если сравнивать, то максимальная расчетная потребность данного детского сада в электроэнергии – это 147 киловатт. Также у нас в данном детском саду предусмотрена система пожарного дымоудаления и также подпор воздуха. Это все у нас запущено, все вентиляционные системы работают в штатном режиме. Также у нас на объекте у нас установлен лифт. Лифт у нас грузоподъемностью 1000 килограмм. Первые занятия начнутся совсем скоро. Ждут этого с нетерпением педагоги и воспитатели, весь персонал дошкольного учреждения, которые, кстати, с многолетним опытом и знают, как вырастить талантливых и смышленных юнцов. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Магаз 24.